Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем рубрику Государственного музея изобразительных искусств Республики Ингушетия. И сегодня мне хотелось бы представить книгу из личного архива ученого-историка, талантливого ингушского художника Хасолта Алхастовича Акиева, которую дала нам для обзора его супруга, наша коллега Хава Магомедовна Акиева. Эта книга была выпущена Московским книжным издательством «Русская книга» в 1994 году. Автором этой книги является известный советский археолог Владимир Иванович Марковин. Составители книги Джабраил Чахкиев и Магомед Алиев. Книга состоит из 3 глав. Первая глава называется «Башенные постройки». И здесь автор излагает очень интересные факты по строительству башенных поселений. Например, он говорит о том, что башни закладывались в важном стратегическом отношении месте, либо возле речной переправы, у большой дороги или у ущелья. Затем никогда башенные поселения не закладывались на территориях, пригодных для земледельческих работ. При закладывании башен первые камни, которые были заложены в ее основание, обогрялись кровью жертвенного животного, которое обязательно приносили в жертву в начале строительства. И башни в высоту имели около 25-30 метров. У основания башня имела ширину до 6 метров. Крыша башни была пирамидально-ступенчатой формы и была выполнена из горного сланца. При окончании работы зодчий, который строил эту башню, оставлял на мокрой штукатурке, на стене оставлял след от своей ладони. И этот след являлся знаком качества и прочности, и долговечности башни. Наиболее крупными башенными поселениями Ингушетии является башенный комплекс Энгикал, который состоит из более 50 боевых и жилых башен. Этот башенный комплекс датируется 15-17 веками. Селение Энгикал находится у горы Цейлом и является родовым селением выдающегося ингушского писателя Идриса Базоркина. И именно в этом селе похоронен этот писатель. Следующим крупным ингушским башенным поселением является Эрзей, который находится в Джиражском районе. Этот башенный комплекс состоит из 50 боевых, полубоевых и жилых башен. Он датируется 16-17 веками. Затем мне хотелось еще продемонстрировать очень интересный, в общем-то, уникальный памятник архитектуры. Это башни Вовнушки. Этот башенный комплекс состоит из 3 башен, которые находятся на вершине скалы. И визуально кажется, что эти башни являются продолжением скал, на вершинах которых они располагаются. Вот здесь этот уникальный памятник архитектуры дается в 2 ракурсах. Он очень популярен, особенно у туристов, посещающих нашу республику. И в 2008 году этот уникальный архитектурный памятник стал финалистом конкурса «7 чудес света России». И его изображение запечатлено на монетах и на памятных марках России. В 20-30-х годах были осуществлены экспедиции под руководством известного советского археолога Леонида Петровича Семенова, который собрал очень богатый исследовательский материал о архитектурных памятниках Ингушетии. В этой экспедиции участвовали представители ингушской интеллигенции, лингвист Заурбек Мальсагов, первые профессиональные художники Ингушетии Хаджибекир Ахриев и Газимагомед Даурбеков.
Художники сделали очень много зарисовок горных районов, живописных горных районов Ингушетии. И Газимагомед Даурбеков создал целую коллекцию портретных рисунков местных жителей горной Ингушетии. И уже в наше время его племянница Аша Даурбекова создала копии с этих портретов, и в настоящее время эти портреты хранятся в фондах нашего музея. Во второй главе книги автор рассказывает о храмах и святилищах Ингушетии, древней Ингушетии. И здесь на фотографиях мы видим фрагмент барельефа храма Тхабаирды. Здесь также есть фотография полуразрушенного храма, но в настоящее время он отреставрирован и имеет совсем другой вид. Здесь вот дается барельеф стены храма, затем фрагмент декоративной стены храма. Вот она, вот этот фрагмент. И также на фотографии есть каменная купель алтарной части внутреннего убранства этого храма. Храм датируется XI-XII веком и является памятником архитектуры раннего христианства. А в 3 главе Марковин пишет о разновидностях склепов, находящихся на территории башенных поселений. Вот, например, вот этот столпообразный склеп находится на территории башенного комплекса во Внушке. Он датируется XIV-XVI веками. Затем склеп башенообразный. Этот склеп находится на территории селения Эгикал. Есть еще склепы наземные. Вот это разновидность наземных склепов. И склепы подземные. Они были созданы в виде катакомб. И археологи, посещающие наш регион, когда проводили исследовательские работы, то обнаружили очень много артефактов в этих склепах. В книге представлены фотографии этих артефактов. Вот, например, деревянная посуда жителей башенных поселений, которые были обнаружены в склепах. Это женские украшения, золотые серьги, серебряные подвески, бусы. А затем здесь есть фотография бронзовых серег и женского головного убора курхарс. Этот головной убор был выполнен из фетра, обычно выполнялся, и обшивался шелковой или атласной тканью. Украшался он вышивкой бисерной и тесьмой. Это был необходимый такой основной атрибут женской одежды древних ингушек. Затем здесь есть фотографии детской одежды, найденной в селении Цори и Пялинг, и холодное оружие, сабли и щит. Еще одним уникальным памятником архитектуры Ингушетии является мавзолей Боргакаш, который находится на территории современного ингушского селения Плиева. Этот памятник архитектуры датируется 1405-1406 годами. В ней похоронен представитель ногайской знати Бек-Султан. Этот памятник основание этого памятника имеет форму куба. Крыша его сделана как в виде полусферы. Вот здесь на фотографии дается внутреннее убранство этого мавзолея. Мы видим здесь на входе арабскую надпись и внутренние стены этого мавзолея. Долгое время древние ингуши поклонялись этому мавзолею, этому памятнику, и считали, что в нем похоронены эпические герои кавказских народов, нарты. И это было таким святилищем для них долгое время. В заключение автор говорит о том, что исторические пейзажи Ингушетии – это башенные комплексы, величавые горы, тихие некрополи и таинственные святилища являются бесценным даром, оставленным предками ингушей будущим поколениям. Мне кажется, что эта книга будет очень интересна не только для историков, для археологов, но и для обычных читателей, которые найдут очень много полезной и
интересной информации для себя. На этом я завершаю свой обзор. Благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.